Вы абсолютно, да? Абсолютно независимый ни от кого. Ну, Единственное, я же понятно. говорю, сейчас меня прислали, спонсировали меня с правительства, потому что одна единственная со всей Северной Осетии я еду. Вот, и они решили мне помочь. Ну, хоть так. Да, спасибо большое правительству Северной Осетии. Так, у меня проблемы с дикцией, потому что зубы у меня вставные. Да вроде нормально. Очень большие проблемы. У меня просто 7 лет тому назад внук погиб. И вот на этом фоне я потеряла все зубы. Ну, вас слышно и понятно. Это если вам просто некомфортно говорить, Да. как бы слышно и понятно вас прекрасно. Нет вопросов Такие вообще никаких. слова, в которых я даже запутываюсь из-за этого. Ну, вы что же сами понимаете, что это не небольшая проблема, когда человек что-то говорит и там переговаривает или... Извините, вот чуть-чуть пристаньте, пожалуйста. Вот так. Ага. Так. Так что я Всё. думаю, что это нам не помешает. Сейчас посмотреть бы на себя еще. Ну, сейчас вам включат вот так вот. Вот, видите? А, мне нужно смотреть туда. Мы с вами сюда. будем в основном, да, вот так общаться, как я говорю, если вдруг. Я просто привыкла по ту сторону камеры. Ничего, попробуйте по эту. Я понимаю, да. Так, можно начинать. Все, работаем. Так, Так, ну, стартуем. Так, Злата Тебиева у нас. Это у меня в начале Марина. Северная Осетия. Северная Осетия, очерк, Береги, Асланбек, Пагиев. 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 У нас первый. Тебиева, Пагиев. Раз, два. Сейчас, тормоз. Лена, тормоз. Уже раз, два. Здравствуйте! В эфире телевидения Угреша, программа «Киноклуб». И, как всегда, мы приглашаем вас, уважаемые телезрители, посмотреть кино, встретиться с интересными людьми, поговорить о творчестве и о жизни. С 27 августа по 3 сентября в нашем городе проходил 3-й международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце». И вот в рамках этого кинофестиваля мы вас знакомили с некоторыми его участниками, показывали работы. И сегодня у нас тоже такой эфир. Вот благодаря этому фестивалю есть такая у нас возможность познакомить вас с новыми авторами, с новыми творческими работами. Я с удовольствием вам представляю мою сегодняшнюю гостью из Северной Осетии. Там очень большой послужной список: журналист, режиссер, оператор, поэт, фотограф, много чего еще. Но вот сейчас моя гостья сама об этом расскажет. Прошу любить и жаловать, Злата Тебиева. Злата, добрый день. Ну вот Зарина Тебиева вы мне сказали, да, правильнее, но в творческом мире больше вас знают как Да. Злату. То есть даже на вот уровне имени, да, есть какие-то вот такая интересная история. Злата, Зарина, почему так? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И рада, что я нахожусь здесь с вами на 3-м международном фестивале, кинофестивале. Вот, «Любовь в каждом сердце». Вот, мне и название очень понравилось, и вообще участвовать в этом фестивале понравилось. Ну и люди тоже мне очень понравились. Вы спросили... Почему такая интересная метаморфоза с вашим именем? Дело Это в том, оба что ваших имени? Зарина в переводе с астинского обозначает «дочь солнца», а Злата – это просто творческий псевдоним. И к этому псевдониму, наверное, больше привыкли уже все, и так даже родственники, бывает, называют меня. Нам тоже нравится это имя, и одно, и другое. Ну, я, с вашего позволения, тоже буду называть вас Златой. Хорошо. Злата Тебиева представляет на 3-м международном кинофестивале «Любовь в каждом сердце» свой телевизионный очерк. Очерк о враче и поэте. Асланбек Пагиев стал героем очерка. Очерк называется «Береги». Вот мы сейчас предложим телезрителям посмотреть этот очерк. Злата, почему такое название? Ну, дело в том, что с творчеством Пагиева Асланбека я познакомилась на просторах Фейсбука. И он сам меня выбрал в операторы,
который будет озвучивать его фильмы, то есть его творческие вечера, его фильмы, снимать на них клипы. Он сам меня выбрал, и потому что он видел мою работу. И тут я, когда увидела это стихотворение, я поняла, это бомба натуральная, потому что «Береги» – это фильм о родителях, о чувствах сына к своим родителям. Это фильм о ценностях, моральных ценностях, которых сейчас так не хватает многим людям. О том, что надо ценить родителей, детей, надо ценить культуру своего народа, пока ты жив, пока живы те, которых ты помнишь, пока живы тех, кого ты любишь. То есть это и мысль стихотворения Асланбека, и по сути для вас это суть его творчества, смысл его жизни. Да. И я поняла, что этот фильм будет основой, вернее, это стихотворение будет основой моего фильма. Этот фильм моя дипломная работа. Даже так? Да, дипломная работа на факультете фото-видеотворчества. Вот. И вы знаете, многие, которые читали или смотрели этот фильм, или читали это стихотворение, первая реакция бывает или слезы, если родителей уже нет, или же бросаются к телефону: «Ой, я маме забыл позвонить». Понимаете? Ну, Вот собственно, такая то, что реакция. и должно, та реакция, которая, собственно, та реакция, которую истинное искусство, истинное творчество должно Да, вызывать. да, Мгм, да. Вот мгм. я думаю, что поэт Асланбек Пагиев именно это хотел пробудить в людях. Мгм. Я предлагаю сейчас нам с вами, уважаемые телезрители, посмотреть этот телевизионный очерк, а потом мы вернемся в студию и попросим Злату рассказать нам о том, как она работала со своим героем, как она создавала этот телеочерк. Итак, смотрим телевизионный очерк «Береги». Рома, продолжаем? Мгм. Мгм. Так, все, теперь основная часть. Основная часть. Работаем. Продолжаем. Раз, два. И снова здравствуйте, уважаемые телезрители. Я напоминаю, сегодня в рамках нашего телевизионного киноклуба мы вас знакомим с творчеством Златы Тебиевой. Злата представляет на 3-м международном кинофестивале «Любовь в каждом сердце» свой телевизионный очерк «Береги». Собственно, вот этот очерк мы с вами сейчас посмотрели. Асланбек Пагиев, герой этого телеочерка. Но и сейчас у нас есть возможность из первых рук, как говорится, узнать все и о герое, может быть, что-то осталось за кадром, и о творческом процессе, о том, как вы работали. Злата, для вас телевизионный очерк – это какой-то особый творческий интерес? Как давно вы в этом жанре работаете? Ну, начнем с того, что первоначально было фото. Фотографией я занималась с детства. Ну, у меня отец снимал, потом брат. Потом брат уехал в армию, ушел на 2 года. И вот тут я немножечко, как говорится, развернулась, обрадовалась. 2 года фотоаппарат был в моих руках. А вот оно что. Да. Но с появлением цифрового уже фотоаппарата и карты в руке. Мгм. То есть я стала снимать чаще. И вот, снимая на концертах, я как-то посмотрела, и мне понравилось выступление какой-то актрисы, певицы. Я взяла и со старенькой мыльницей я сняла это видео. Мгм. Мне понравилось. Дальше больше. Я взяла, купила видеокамеру. И вы знаете, концерты стала снимать, потом решила снять сюжеты, природу снимала. Ну и в итоге клипы, музыкальные клипы снимала. Затем я стала сотрудничать с Союзом театральных деятелей Северной Осетии. Вот с ними у нас было очень-очень много интересных проектов. Я прошу прощения, Злата, то есть вы занимались этим, начинали заниматься непрофессионально, то есть это вы как любитель занимались, да? Но затем я закончила факультет фото-видеотворчества, ну теперь дипломированный специалист. Мгм. Вот. И вот с Союзом театральных деятелей у нас очень много интересных проектов. Проект, например, называется
«Сердце за кулисами». То есть мы снимаем об актерах, о ныне здравствующих актерах, о певцах, о интересных людях Осетии. И есть такая рубрика «Чтобы помнили». То есть мы снимаем о тех, которых уже нет. Вот в рамках этих проектов мы сняли, например, вот фильм о поэте Евгении Александрове. Он житель дома престарелых. Он поэт. И мы сняли о нем документальный фильм. Затем мы сняли, тогда еще она была жива, и презентацию мы делали, и на телевидении нашем показывали, о Земфире Галазовой, актриса, народная артистка Северной Осетии. Вот, о ней мы снимали фильм. Сейчас, в настоящее время, мы снимаем фильм, еще не готов, мы работаем над фильмом о Вахтангове. Вот. Затем об актрисе Вере Куловой. Тоже мы снимаем сейчас. Она ныне здравствует, но уже пенсионерка, давно она уже не служит в театре. Злата, когда вы говорите «мы снимаем», «мы делаем», вы имеете в виду какой-то творческий сложившийся коллектив? Да, да. Дело в том, что нас несколько человек единомышленников. Среди них заместитель председателя Союза театральных деятелей Фатима Пагиева. Вот, с ней мы в основном сотрудничаем с ней и с другими общественными организациями. Вот, и мы даже на блошином рынке ходим, ищем старые кассеты со старыми спектаклями, с интервью старыми, мы их оцифровываем, и потом делаем диски и дарим участникам этих фильмов. Знаете, какие они бывают То есть благодарны. какое-то такое творческое расследование, что ли, своего рода, да? А Это вы же... знаете, что вот у меня дома хранится архив Союза театральных деятелей Осетии. Даже 2 Осетий. Вот вторая, то есть Южная Осетия, тоже мне приносит что-то вот интересное. То есть уже знают, куда нести, да? Да. Что это надо злать. У вот нас это. с Фатимой Пагиевой, вот у нас фотографии, очень-очень интересные старые фотографии, те, которых вот практически нет даже у тех, которые на этих фотографиях. Мы скидываем фотографии в личку по Инстаграму или по другим этим мессенджерам. Вы знаете, они бывают в шоке. Откуда? Откуда это? Ну вот. Ну, использовать архивные материалы в своей работе, в своем творчестве, это прекрасно, это всегда очень здорово смотрится, в этом такая связь времен, но ведь, по сути, вы сами создаете документы, которые через несколько лет тоже станут вот тем бесценным архивом, да, архивом, Да. скажем, творческой и всяческой жизни Северной Осетии. Вот давайте вернемся к очеркам. Жанр телеочерка, жанр интересный, по-своему сложный, потому что надо работать с человеком, который тебе интересен, и его раскрыть, и найти творческие какие-то способы, приемы, чтобы зрителю рассказать, чтобы зрителю было так же интересно, как и вам. Вот как давно вы стали заниматься именно телеочерком, и какие у вас есть, ну, уже наработанные, может быть, приемы, секреты работы с героем, работы в этом жанре? Ну, вы знаете, уже несколько лет мы занимаемся вот телеочерками, мы снимаем актеров, старых актеров, о которых многие уже забыли. То есть все идет от вашего личного интереса к герою? Ну, и мой интерес, и интерес Союза театральных деятелей. Потому что вот именно Союз театральных деятелей, они сподвигли меня на то, чтобы вот я что-то вот интересовалась старыми актерами, старыми исполнителями. Очень много интересного еще предстоит снять. Вы знаете, у меня очень много проектов интересных, но пока еще я держу это в тайне. Я надеюсь на следующий фестиваль, да? На следующий фестиваль представить что-то интересное, что-то новое, чтобы заинтриговать зрителя. Да, но пока мы заинтересовываем и интригуем зрителя вот вашим телеочерком, который вы представляли на кинофестивале «Любовь в каждом сердце». Ваш герой Асланбек Пагиев, человек,
по-своему уникальный, да, сочетает в себе вот такие таланты. Он доктор, он врач, и он поэт, известный достаточно, Да. насколько я понимаю, в Он Осетии. член Союза писателей России. Да. Как вы подходите к созданию очерка? Вот в этом очерке нет закадрового текста. Все построено на интервью, да, на каких-то фрагментах, где-то там вот общение с аудиторией, да, со зрителями. Вот это вообще ваш такой принцип без закадрового текста? Или с каждым героем вы работаете по-разному? Где-то за кадром, где-то иначе? Вот как вы решаете, как Ну, будет выглядеть ваш очерк, ваш В герой? данном случае я обошлась без закадрового текста. Почему? Потому что вот в начале, в самом начале идет его закадровый текст. То есть он рассуждает о моральных принципах, он рассказывает о том, что наше поколение было более счастливое, чем после нас или до нас. То есть нынешнее поколение должно учиться на том, что было до них. И вот он рассказывает, и показываю я о том, как он общается с детьми, как он общается с аудиторией на творческих вечерах, которые тоже снимала я. А как он прекрасно жарит котлеты. И котлеты жарит. Он одновременно, вот в тот день, когда я его снимала, он одновременно занял все комфорки на плите. То есть он готовил первое, он готовил второе, он готовил гарнир и готовил еще и компот. Ну, то есть видно, что это не для съемки, что человек Нет. делает все уверенно, и Он он делает этим все занимается. сам. Он да. делает все сам. Дело в том, что за кадром еще остались его походы по магазинам. Я очень много там снимала, но все это не стала я выставлять. Ну, как всегда, за кадром да. остается много, да. Вот, то есть он довольно-таки самостоятельный человек. Ну да, он человек творческий, он способен интересно, ярко выразить свою мысль, как поэт, да, и поэтому, наверное, ну правда, закадровый текст, быть может, здесь был и лишним. Да. Зритель сам должен услышать поэта, услышать его слово, понять его мысль, его боль, да, и этого, наверное, достаточно в данном случае. Мне вот, например, очень понравилось начало, когда вы вашего героя там вот под этим снегом заставили, да, заставили ходить, бродить и играть на этих вот музыкальных инструментах. Это какой-то парк, наверное, или Нет, что-то это было такое. у нас возле филармонии. Ага, В аллее ага, стояли ага. вот эти муляжи этих Да-да-да-да. музыкальных инструментов. И тут я подобрала музыку из... есть такое кейка мацуи. И вот именно вот эти вот моменты, цинь, дзинь, дзинь, и вот он ходил и переходил от инструмента к инструменту. Самое и главное, звуки. что он на это согласился, но ведь не всякого человека можно заставить. Кто-то мог бы сказать, ну нет, ну что я буду серьезный человек тут ходить и вот это вот делать. А он с такой готовностью, в нем сразу такой ребенок какой-то непосредственный открылся. Особенно, вы знаете, я была очень удивлена, когда он возле скульптуры «Мальчик с камерой», когда он начал откровенно рассказывать, это было мое детство. Это был, говорит, ну, это... И он даже вот слов не было, он говорит, это было мое детство. Понимаете? Злата, а что самое сложное в создании телеочерка? Какой, может быть, этап работы вот для вас? Самое сложное? Ну, самое сложное – это найти человека, который бы мог сказать что-то об этом человеке, о котором я снимаю. В данном случае у меня и муфтий наш, Хаджи Мурат Гацалов, очень тепло и очень интересно сказал о поэте. В данном случае и Сергей Такоев, в данном случае и помощник Зюганова Эдуард Адаев. Они так интересно о нем сказали. Ну, их сложно было найти? Ну, нет, просто договориться о времени. Просто чисто Понимаете? технический, организационный вопрос. Только организационные. А так они с готовностью высказались о нем, рассказали о нем. Ну, правда, не все вошло туда. Часть, особенно вот часть я пустила под музыку и под его стихи. Почему? Потому что ну, невозможно было столько информации
со звуком пустить в этот В очерк. очерк, да. Что-то звучало на фоне его стихов, понимаете? Ну, да, я понимаю, почему я спрашиваю. Мы тоже частенько делаем у нас на нашем телеканале какие-то очерки. И тоже, вот для меня, например, всегда самое сложное это потом обработка материала, потому что есть герой, есть прекрасное интервью, очень содержательное, многогранное, часа 2, а то и больше, да, и есть даже люди, которые говорят об этом герое, и фотографии, есть все, а потом ты садишься и думаешь, а что же теперь отправить в корзину из этого богатства, да, Вы вот знаете, для меня всегда очень, самое очень много сложное. было материала, от которого я отказалась, Да. но и жалко было. Ну, наверное, все-таки я расширю именно этот очерк, расширю. Я добавлю еще что-то, и, возможно, я изменю немножечко этот очерк, сделаю его более содержательным, более насыщенным. Ну да, здесь важно, что осталось за кадром, потому что, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, все-таки определенные рамки, ну, чисто временные, да, рамки, Да. формат, ну, да, порой они работают на пользу. И вроде бы жалко материала, но ты выбираешь, ну, самое-самое. Ну, Самое самое-самое. вкусное. И потом, может быть, оказывается, что да, если бы я взял еще вот это, было бы, ну, наверное, может быть, затянуто, наверное, может быть, потерялась бы какая-то динамика. Ну, это вот на мой Вы взгляд. знаете, я не люблю затянутость. Да, поэтому... Я люблю более вот скомпонованность, чтобы можно было за маленькое время выдать больше Рассказать информации. максимально. Да. А затянутость это не по мне. Не люблю я затянутые кадры. Я просто чувствую, насколько это может продлиться. Если чуть-чуть на несколько секунд позже, и я уже чувствую, что это уже не то. Вы работали с оператором или снимали сами? Я все снимала сама. Вот эта женщина все делает сама, понимаете, уважаемые телезрители? Вот, ну... Снимала сама, монтаж мой. Ну и музыка, правда, не моя, естественно. Ну, хорошо, вот смотрите, когда есть оператор, уже некий творческий союз, уже два взгляда, да, и мы даже если там где-то спорим, но все равно приходим к какому-то, наверное, наилучшему варианту, да. С монтажером, когда мы работаем, тоже, возможно, есть согласие или несогласие, но когда мы слышим другое мнение, мы понимаем, или мы соглашаемся, или мы понимаем, нет, все-таки я настаиваю на своем. А для вас, ну, то есть вообще у вас есть кто-то, кому вы показываете, с кем вы советуетесь, к чьему мнению вы прислушиваетесь в процессе создания очерка? Ну, не знаю, в данном случае, вот в случае этого фильма, творческий союз сам на сам. Сама с собой? Да. Ага. А материал должен отлежаться, ну хорошо, все равно, глаз замыливается, материала много. Вот вы сделали, отложили, через недельку посмотрели, сказали, вот надо вот это. Да, так оно и было. Бывает, да? Так? Было. Что-то я добавила, что-то убавила. Но в основном вот именно вот это я хотела видеть. Правда, я хотела еще туда добавить кадры его врачебной практики, но я решила его показать именно этим поэтам, именно гражданинам, именно любящим родителей, именно вот береги. Это его часть, да. Хотя его профессия, она тоже очень отвечает этому названию, да, потому что он бережет, сохраняет. Он специалист здоровье тибетской людей. медицины, практикующие. И реально помогающие. И реально людям, помогающие. да? Много раз были такие случаи, когда чуть ли не на носилках к нему приносили людей, и через неделю люди уже ходили. Вот. Вы герою показывали уже готовый очерк? Да. Приемлете ли вы какие-то замечания или пожелания, скажем так, от своих героев, когда они говорят, ну, пожалуйста, уберите вот это, я здесь себе не нравлюсь, или вот, ну, вот что-то в этом роде, или категорически нет? Ну, в данном случае там какие-то кадры ему не понравились, я их убрала. Все-таки идете, да, на компромисс такой. Вот. А что-то я добавила, то, что мне нравилось. Ну, например, котлеты. А герой не был против? Ну, собственно, если он снимался... Они очень вкусные были. Они еще и вкусные. Так что очень вкусные. Кроме вашего героя, где, кто посмотрел этот очерк? Вышел ли он уже на какой-то широкий экран для широкой публики? Нет, я его выставила в Facebook. Затем отдельно от фильма
только клип «Береги» Мгм. поставила в Инстаграм. Мгм. Там его смотрели, очень такие лестные отзывы. Многие его хорошо знают, и те, которые не знают, те хотят узнать о нем побольше. Ну, естественно, спрашивают, как попасть к этому врачу. То есть опять практическая Да. такая ценность, Да, направленность да. вашей работы. Как вы к критике относитесь, вот творческой? Если коллеги вдруг вас критикуют, ну или что-то там вот высказывают какие-то пожелания, вот так скажем. Ну, вы знаете, я прислушиваюсь. Прислушиваетесь. Мгм. Но чаще всего делаю по-своему. По-своему. Хорошо. А вот процесс творческого роста, вы сами для себя как-то его определяете, что вот там столько-то лет назад, когда я начинала, вот я бы сейчас вот эту свою работу сделала бы совершенно по-другому, потому что я сейчас знаю, умею гораздо больше. Вот это понимание собственного роста, собственного профессионализма есть у вас? Да, вы знаете, дело в том, что когда я начинала, я снимала с одной камеры. Мгм. Сейчас я снимаю с 3 камер. У меня 3 камеры свои. Мгм. Вот, я плотно работаю с телевидением Южной Осетии, конкретно с Мариной Санакоевой в ее авторских программах. Мгм. Кстати говоря, Марина Санакоева тоже представлена на этом На этом кинофестивале. кинофестивале, да, и наши кстати телезрители, говоря, да, тоже уже в рамках нашей программы уже с ней да. познакомились. И, да. кстати говоря, именно Марина меня сподвигла вот на участие в этом Мгм. фестивале. Мгм. Потому что Это она мне тоже подсказывала. возможность творческого роста, на самом деле, Ну да. профессионального, да? Вот. И Мгм. понимаете, дело в том, что когда мы с Мариной работаем, мы работаем, понимаете, отрабатываем все. Мгм. То есть мало того, что мы снимаем интервью, у меня еще об этих людях, я ей подсказываю, кого интереснее снимать, и у меня об этих людях уже наработанный Мгм. материал есть. То есть я снимала их в концертах, Мгм. я снимала их где-то, их танцы где-то снимала, у меня материал есть, допустим, благотворительные организации, с которыми я работаю. То есть вы щедрый человек в таком профессиональном смысле, не так, что вот это Я- мой да, герой и я больше делюсь. никому. Нет, а, я делюсь пожалуйста, материалом. да? У меня Мгм. очень много материала своего. Мгм. Дело в том, что вот с Союзом театральных деятелей они активно участвуют в общественной жизни Северной Осетии. Мы работаем с ветеранами Мгм. войны, мы работаем с инвалидами, с детскими домами, матери Беслана, комитет солдатских матерей, дом престарелых, Мгм. афганцы, То есть этот комитет, боевое братство. То есть все это творческие некоммерческие. встречи, это показ Да, фильмов, это да? некоммерческие организации, то Мгм. есть те организации, которые не могут где-то себе позволить заплатить. Мгм. Мы работаем благотворительно, бесплатно. Ну, только благодарность вам за это, безусловно. И вот эти материалы я Мгм. потом использую, могу использовать где-то вот в работе с Мгм. Южной Осетией, потом в работе с какими-то фильмами, делаю фильмы. Вот, например, я уже несколько лет подряд снимаю наши праздники, 9 мая, парады. И эти материалы потом у нас с ветеранами, они идут у меня вот какие-то документальные фильмы, потом в отчеты Союза театральных деятелей, в отчеты, Мгм. которые мы отправляем в Москву. Вот, то есть весь материал у меня используется. Все можно использовать потом в работе. Да, и у меня Злата, часто их просят. да, но Я теперь отдаю. у вас будет в вашем архиве еще и будут материалы кинофестиваля. Да, Здесь, конечно. «Любовь в каждом сердце». Я Как вам- приехала с камерой. я даже не сомневаюсь, и с фотоаппаратом, наверное, и с камерой, Да. да, и с блокнотом, с лейкой, и с блокнотом. Обязательно. Как вам атмосфера кинофестиваля? Есть ли какие-то интересные знакомства? Может быть, удалось, я понимаю, график очень такой плотный, может быть, удалось посмотреть какие-то работы? Вы знаете, первое впечатление. Я посмотрела, когда устанавливали ковровую дорожку, красную дорожку, я вот так посмотрела, боже мой, я по ней буду идти, понимаете? И какое-то вот было такое вот задохнулась То есть, просто. когда еще те Канны где, а тут уже Да красная вот она, дорожка. вот она. Да. Через неделю я по ней пройду. Мгм. Понимаете? Я не Праздник, знаю. ощущение праздника, да? Да, я не Мгм. знаю, что в итоге
Пока еще не знаю Мгм. в итоге о своем участии, то есть я свою судьбу еще не Мгм. знаю, но я знаю, что так или иначе я буду счастлива, что я вообще участвовала здесь, Ну, понимаете? я думаю, что наверняка познакомились, какие-то интересные творческие знакомства появились у вас здесь. Да, И я они, просмотрела. возможно, будут вам даже и практически полезны. И потом вы Да, я будете просмотрела контактировать. несколько фильмов, мне они понравились. Вы знаете, я смотрела с точки зрения оператора, Мгм. вот, режиссера, монтажера. То есть я смотрела и смотрела, ага, здесь снималась с квадрокоптера. У меня есть квадрокоптер, Мгм. но я пока еще учусь на нем Мгм. работать. Здесь снималась, ага, вот здесь отсюда снималась, здесь с другого ракурса снималась. Все это я смотрю и, понимаете, все я беру на заметку. То Мгм. есть я запоминаю, что-то себе записываю. Ага, вот здесь вот это вот так лучше То есть снять. вы учитесь, процесс обучения идет, да? Вот, Ну, собственно, вы знаете, смотрите в моем кино. возрасте учиться, конечно, никогда не поздно, Да, но абсолютно с вами но согласна. учусь. Мгм. Что Мгм. делать? Да. Учусь у своих коллег. Мне понравились фильмы, я смотрела на нескольких площадках. Но невозможно все посмотреть, Ну, потому что естественно, потому они что очень насыщенный одновременно на график. разных Да-да-да-да-да. площадках Мгм. шли Мгм. показы. И где я успевала, ну, Мгм. вы знаете, Москва большая, и с одного конца в другой конец Ну, проехать. иной раз даже в нашем городе добежать можно, не успеть с одной площадки Ну на другую да. в небольшом городе. Я очень надеюсь, что этот кинофестиваль даст вам какие-то новые силы, новые мысли, да, станет источником вдохновения такого профессионального, да, может быть, вы увидели какие-то интересные приемы, и мы тоже это когда-то увидим в ваших работах. Ну, вот вы как-то держите в секрете свои творческие планы, но, может быть, появилась какая-то мечта творческая или что-то вы вот какая-то работа или сам фестиваль вас как-то так вдохновил, что вот хочется вам сделать что-то, и вы готовы с нами поделиться этой творческой мечтой. Ага. Ну, дело в том, что вообще-то еще пару лет тому назад я хотела снять фильм художественный. Художественный. Да, но дело в Мгм. том, что я внучатая племянница известного у нас в Осетии драматурга Ашаха Токаева, Ашахмат Токаев. И вы знаете, мне очень хотелось снять его драму. Драма называется «Катя». И очень хотелось снять ее, но там, понимаете, проблема в том, что мне нужен обязательно сценарий. Мгм. Для этого нужно пьесу сделать, из романа сделать пьесу, то есть ее нужно будет переписать. Естественно, Для этого да. нужен человек. Ну, это может сделать та же самая Фатима Пагиева. Она режиссер, она актриса Мгм. Остинского театра и заместитель председателя Союза театральных деятелей. Вот она мне обещала подумать об Мгм. этом. Но сейчас просто она баллотируется в общественный совет, и Мгм. у нее времени Большие, совершенно, большие да. нагрузки. Но вы знаете, когда идея озвучена, да, надо открывать, как говорят, вселенной свои какие-то мысли, мечты. Ну, раз И она озвучена, значит, уже надо делать да, а это. теперь еще озвучено вот здесь у нас, на Да, широкую аудиторию. Поэтому, уважаемые телезрители, сделаем. мы с вами, как всегда, здесь, когда приходят новые люди, я так считаю, что мы с вами мысленно записываем это имя где-то в свой блокнотик, да, и когда где-то когда-то мы увидим эту женщину, услышим имя Злата Тебиева, мы с вами вспомним наш сегодняшний эфир, вспомним очерк телевизионной «Береги». И кто знает, может быть, мы в каком-то недалеком будущем увидим еще и ваш художественный фильм. Ну, По как крайней мере, я получится. вам от души желаю, чтобы вот эта мечта, которой вы с нами сегодня поделились, которую озвучили нашим зрителям, а у нас аудитория очень доброжелательная, давайте дружно все пожелаем Злате, чтобы вот эта творческая мечта обязательно осуществилась, чтобы поддержала, возможно, да, и правительство вашей республики, и, может быть, бюджетные средства Вы какие-то были знаете, выделены. правительство нашей республики, кстати говоря, меня отправили на этот кинофестиваль. Огромное спасибо нашему главе Битарову, Вот. Но Вячеславу это тоже Зелимхановичу. важно, потому что творческих людей нужно поддерживать. Да? Иногда без финансовой Да. поддержки трудно бывает реализовать какие-то творческие планы. Поэтому
пусть все складывается, Злат. Мы вам от души этого Спасибо желаем. большое. Были очень рады с вами познакомиться. Спасибо. Желаем вам успеха на нынешнем фестивале. Ну и, собственно говоря, я думаю, их еще будет много в вашей творческой судьбе, в вашей Как творческой получится. биографии. Да, самое главное, чтобы делать то, что хочется, чтобы герои были интересные, да, чтобы был этот творческий порыв, творческий взгляд на мир, на жизнь, желание с нами, зрителями, этим делиться. А я, в свою очередь, хочу пожелать гостеприимному городу Дзержинску, чтобы это был не последний фестиваль, чтобы город Дзержинск прозвучал на более высоких таких вот площадках, чтобы эти фестивали повторялись и больше стран участвовало в этих фестивалях. Дай бог, мы тоже себе этого желаем. Я желаю и жителям города, очень-очень хорошим, доброжелательным, теплым жителям, здоровья и, естественно, почаще приходить к нам на фестивали. Да, ну как, а мы в нашей программе обычно говорим, больше нам фильмов хороших и разных. Собственно говоря, что еще нам желать в нашей программе как минимум. Злата, большое спасибо, уважаемые телезрители, еще раз для вас. Злата Тебиева, режиссер, оператор, монтажер, фотограф, член Союза журналистов России, член Союза журналистов России, творческий человек, участник третьего международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце». Злат, большое вам спасибо еще раз, успехов вам. Спасибо. Ну а мы с вами, уважаемые телезрители, я думаю, еще не раз встретимся здесь, в нашем киноклубе. Спасибо.